Завершился капремонт 4 трансформаторных подстанций в Сунже и Сунжинском районе, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов. До конца августа специалисты сунжинских районных электрических сетей отремонтируют еще 3 трансформаторные подстанции в районе. А глава также обратился с просьбой к жителям республики. Своевременно оплачивайте коммунальные платежи. Это важный вклад в решение проблем ЖКХ, в том числе в ремонт сетей и приобретение нового оборудования, отметил он. На форуме сообщества Союзы промышленников и предпринимателей Ленинградской области и Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты России. Документ был подписан президентами организации Александром Габитовым и Магомедом Бузуртановым. Целью соглашения является содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также промышленности в регионах. Сотрудничество предполагает организационное и информационное взаимодействие, обмен опытом и совместное проведение мероприятий и участие в инициативах друг друга. Основная цель – объединить усилия для эффективного развития организаций. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту о готовности школ к новому учебному году. Все плановые мероприятия по масштабной подготовке будут завершены в срок. Всего по стране за парты сядут 18,5 миллионов учеников. Поручение президента по строительству 1300 школ будет выполнено с опережением графика. С 1 сентября свои двери впервые откроют 132 современные новые школы. С начала реализации программы капремонта школ и до сентября этого года будут отремонтированы почти 4500 школ. Первоначальный план перевыполнен более чем на 1000 объектов. Со следующего года будет расширена программа капремонта на детсады и колледжи. С этого года в школьную программу возвращается предмет «Труд» и вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Карабулаке благоустроили 3 территории – улицы Цучоева, Дьякова и Мира. В городе появились тротуары, современное освещение и удобные скамейки. Жители города активно участвовали в голосовании и контроле работ. Специалисты АСМ Групп исследовали башенный комплекс Кязи, находящийся вблизи известного комплекса Бишт. В процессе исследования выявлены 2 полубоевых, 7 жилых башен, 3 склепа и 36 стел, хозяйственные постройки, а также следы 6 циклопических строений. Проект осуществляется при поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение». На бланке извещения о ДТП появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщил Центробанк России. С помощью кода можно будет перейти на страницу госуслуг с описанием порядка регистрирования по Европротоколу без участия ГАИ и скачать специальное мобильное приложение. В заявлении регулятора говорится, что такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными правилами ОСАГО, которые начнут действовать с 1 октября. По данным ЦБ, Европротокол пользуется спросом среди автомобилистов. Ежемесячно 50-100 тысяч аварий оформляются без вызова сотрудников ГАИ. Депутаты внесут в Госдуму законопроект, предполагающий выплаты пособий по безработице россиянам предпенсионного возраста до момента трудоустройства или до получения права на страховую пенсию. Согласно статье 48 Федерального закона о занятости населения в Российской Федерации, период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым причинам в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. Исключением являются граждане, стремящиеся выйти на работу после длительного перерыва, граждане, уволенные за совершение дисциплинарного поступка или других виновных действий по законодательству России, а также граждане, направленные органами службы занятости на обучение в организацию, которая осуществляет образовательную деятельность, и отчисленные из нее за совершение виновных действий. Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок, в составе которых присутствуют запрещенные вещества – ашваганда, якорцы, стелющиеся, эфедра, кава и листья коки, рассказали в Роскачестве. Более 60 тысяч БАДов продавались без свидетельства о госрегистрации. Они были представлены в таких категориях, как добавки пищевые, спортивное питание, жиросжигатель и прочее. Также были обнаружены добавки с превышением порогов биологически активных веществ, а это может привести к передозировке. В России планируют ужесточить контроль за производством биологически активных добавок.
Законопроект о предупреждении водителей о принудительной эвакуации машин, чтобы они могли устранить нарушения, внесут в Госдуму. Согласно пояснительной записке, наибольшие нарекания у водителей и специалистов вызывает практика демонстративной эвакуации. И в случае, когда эвакуация осуществляется и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Подобная практика, как полагают в Госдуме, позволит водителю в течение 10-15 минут добраться до места, и лишь в случае игнорирования такого уведомления машина будет эвакуирована.